Не каждый может выдержать такую нагрузку, особенно когда тебе всего 11 лет. Но Амина Аразбекова осознанно посещает 2 школы. Домашние задания девочка делает по утрам. Когда заканчиваются уроки в обычной школе, она отправляется на другие занятия профессионального непрерывного образования, где более углубленно изучаются выбранные студентам предметы. 28, 35. Сейчас 11-летняя Амина изучает английский язык, а предыдущий год девочка посещала курсы ментальной арифметики. Окончив их, даже принимала участие во Всемирной Олимпиаде в Дубае, где оказалась лучшей из 700 других учеников разных стран мира в возрасте от 7 до 17 лет. Чтобы достичь такого результата, Амине понадобился лишь год изучения и практики альтернативных принципов счета. Решать эти задачки. Сначала я училась не очень так по школе, и как только начала это решать, я стала лучше по математике. Было трудно, конечно. Там было 700 с чем-то людей, и старше меня участвовали. И вот там мы были 6 дней с папой. Там было очень круто. В школе профессионального непрерывного образования Университета Центральной Азии в городе Нарын таких учеников немало. Учебное заведение предлагает разные программы желающим от 6 до 60 лет. Высококвалифицированные преподаватели обучают английскому, китайскому, турецкому, немецкому, русскому и кыргызскому языкам, бухгалтерскому учету, информационным технологиям и компьютерной грамотности. Также учебное заведение готовит выпускников общеобразовательных школ к общереспубликанскому тестированию и предоставляет возможность поступить в лучшие международные университеты. Длительность курсов варьируется от 1 до 5 месяцев, а стоимость обучения вполне приемлема для жителей Нарынской области. Лучших учеников, представивших перспективный бизнес-план, по окончании обучения поощряет грантами на развитие, либо предлагает кредиты на приемлемых условиях. В бухгалтерском учете в основном, да, женщины, но в программе предпринимательства в основном мужчины. И те слушатели, которые приезжают обратно из России, из Казахстана, мигранты. Мы их встречаем, мы им помогаем, чтобы они начали свой бизнес в Нарынском регионе. Стоимость курсов программ приемлемы, дешевле, чем в Бишкеке. Например, курс английского языка на 3 месяца стоит 3500 сом. Школа профессионального непрерывного образования функционирует в городе Нарын с 2006 года. Каждый год в ней проходит обучение от 1500 до 2000 человек. За прошедшие 13 лет учебное заведение окончили более 35 тысяч человек. Один из них – талант Ниязбеков. 3 года назад он был слушателем на курсе предпринимательства, а после открыл магазин для туристов, где продает исключительно экологически чистую продукцию под брендом «Сделано в Нарыне». Все сувениры на его прилавках сделаны руками местных ремесленников. Наша цель – поддержать наших местных умельцев, дать возможность молодым найти применение своим талантам. У нас много есть таких мастеров. Делают эти вещи у себя дома, а потом приносят их к нам. У иностранных туристов хорошим спросом пользуются, например, такие футболки, которые тоже произведены здесь. На них принт с национальной символикой. Туристам нравится. Процесс приготовления сложный. Сначала масло, яйца, все это ставится на огне и варится. Жительница Нарына Джамал Максутова также окончила курсы профтехлицея. Технолог с многолетним стажем. Она первой в городе Нарын открыла цех по производству кондитерских изделий. Начинала у себя на кухне, пекла торты и продавала их на рынке. Сейчас в ее цехе пекут около 10 видов тортов. Трудоустроены 10 человек. Все рецепты авторские. Джамал Максутова придумывает их сама. Кроме тортов, они изготавливают 15 видов печенья. Я сама технолог, я свою работу хорошо знаю. И, как можно сказать, имела опыт работы. До этого работала в Бишкекнам 15 лет. Потом я начала свое дело. Когда после развала Союза я открыла свое дело. Цель обучения – это было расширение производства. Грамотно, как составлять проект, как это самое, все обучались. Да, в смысле, как сказать, я рада была там, что училась, и собираюсь дальше. Если бы они обучили бы, я бы училась во Франции где-нибудь и посмотрела бы там французские эти макароны, там известные, как у них производство.
Насколько такое дополнительное образование оказывается полезным для жителей региона, оценили представители Российской высшей школы экономики и Канадского бюро по международному образованию. Согласно их наблюдениям, подавляющее большинство выпускников школы профессионального непрерывного образования смогли поступить в высшие учебные заведения, устроились на более высокооплачиваемую работу, создали или расширили свой бизнес, а также смогли приобрести навыки, благодаря которым им не пришлось уезжать на заработки за рубеж. Болт Исаев, Джанарбек Дугдурбекулу, НТС, Нарынская область.